как можно сэкономить на сайте и при этом иметь присутствие в сети интернет. У нас есть сайт Somon.tg, он самый популярный по купле-продаже практически всего. Можно добавить лопаты на этот сайт. Да. Во-первых, сайт популярный, будет органический охват этих лопат, то есть будет конверсия в виде звонков. Плюс поисковые системы однозначно проиндексируют эти страницы, и при запросе в Гугле или в Яндексе «Купить лопату в Душанбе», то есть ваше объявление может выйти. То есть если раньше номер один мы считали рекламу размещения это на ТВ и, возможно, на радио, на печатке, то сейчас лидирующую позицию, можно так сказать, да, то есть набирает интернет-реклама. Печатные издания просто вымерли. Весь бюджет слили только на подарки, не предусмотрели ни на таргетинговую рекламу, ни на работу с блогерами. То есть у них было очень малое количество охвата. То есть я считаю, что здесь полностью бюджет слит от и до. Салам алейкум, друзья! Это очередной выпуск цикла подкастов «Бизнес-среда». Подкаст-студия «Академия трех медведев» пишет этот цикл специально для малого и среднего бизнеса. Мы постараемся, чтобы каждый выпуск был полезен для предпринимателей. Сегодня с вами Зибота Джибаева и я, Бехруз Насрединов. Этот цикл мы пишем при поддержке программы консультации для малого бизнеса Европейского банка реконструкции и развития. Наша сегодняшняя тема – это диджитализация бизнеса, то есть цифровая трансформация бизнеса. Если вы продаете лопаты и уверены, что вам никогда не потребуется идти в интернет, вы все равно там окажетесь, уже независимо от вашего желания. Ваш клиент отметил вашу компанию на Google или Яндекс.Карте, и вы уже там. А если он еще написал о том, что ваши черенки были некачественны, то вам придется очень сильно постараться, чтобы наверстать упущенную репутацию. И вот как раз о том, чтобы не оказаться в хвосте состава, мы сегодня будем говорить с Мумбуризом Субхоновым. Он основатель компании «Шедевр». Давайте все-таки разберемся для начала, что такое диджитализация и с чего как минимум надо начинать. Да, всем здравствуйте. Давайте на примере подкастов «Три медведя» сделаем небольшой пример. Я уверен, каждый гость, придя в эту студию, снимает здесь фото с вами на фоне студии, и, скорее всего, в дальнейшем он разместит это фото в социальных сетях. И я также уверен, у ваших героев, гостей есть свои последователи в виде друзей, подписчиков, фолловеров. И смогут ли они отметить вашу страницу, к примеру, в Инстаграм, если я сейчас сниму здесь сторис и отмечу подкасты «Три медведя»? Конечно. У вас есть страница? У нас Йор только страница. Йор, понятно. Но, к примеру, если я, например, здесь делаю сторис, мне нужно будет написать, что, друзья, ждите, скоро, в течение нескольких дней, выйдет новый подкаст с моим участием в студии «Три медведя». Как поведет себя подписчик? Вряд ли сейчас, в текущее время, когда подписчики стали очень ленивыми, они запомнят это через несколько дней, прогуглят в Ютубе или в самом Гугле информацию о подкастах «Три медведя» или о моем выпуске. Но если говорить о трансформации, да, диджитализации, то можно, указав страницу, человек может зайти напрямую на страницу, узнать о подкастах «Три медведя», узнать о моем выпуске, когда он выйдет, посмотреть другие выпуски. Также, если в шапке профиля указан сайт, то есть он может зайти и посмотреть все выпуски. То есть тут можно сказать, да, то есть зачем нужно все это, все эти переходы. Переходы можно, это конверсия, то есть их можно преобразовывать в просмотры, в подписчики, да, то есть в подписки, и в дальнейшем монетизировать. Так, короче, да, страницы «Три медведя» нету. Да. Конверсии нету, просмотров тоже нет. Да. Я вам расскажу один пример. К нам недавно обратился клиент. Кстати, они обратились через Европейский банк развития и реконструкции. Не буду называть название компании, но они работают более 20 лет на рынке. Они очень известны, можно так сказать. Работают как внутри Таджикистана, так и за ее пределами. Но у них, кроме логотипа, практически ничего нет. То есть только брошюрки и все. За 20 лет только логотип. Да, круто работают, да. И у них даже нет корпоративной почты. И с чего мы сейчас будем как бы превращать компанию, проводить диджитализацию? Перво-наперво мы создадим фирменный стиль. Сделаем брендинг, сделаем фирменный стиль. Исходя из этого фирменного стиля будут разработаны визитки, фирменный бланк и так далее. Также по фирменному стилю будет создан имидж будущего сайта и будущего страниц в социальных сетях.
Да, и если говорить о важности, зачем нам нужны вообще диджитализация, какую помощь она нам проводит, можем сейчас по аналогии просто представить, что на одной улице строятся два дома. То есть как у нас обычно застраиваются дома? Это там котлован, заборы, есть маленький офис продаж. Допустим, есть там два застройщика. Компания А, компания Б. У первого застройщика нет ни названия, ни сайта, ни социальных сетей, нет ничего. Есть офис продаж. Стоимость аналогична, как у объекта Б, название Б. У второго есть сайт, где человек может зайти, посмотреть, с кем они работают, какие объекты они построили, какие у них есть сертификаты, да, то есть всю информацию о компании могут получить. Также у него есть социальные сети, где люди пишут комментарии, свои отзывы. И если стоимость квадратуры одинакова, да, то есть я уверен, любой человек, который захочет купить квартиру, то есть у него лояльность, доверие будет к компании Б. Предприниматель, торгующий лопатами, скажет, ну зачем мне содержать сайт, например, это же дополнительные расходы, дополнительная зарплата, например, для тех, кто будет создавать контент, Конечно, конечно. В соцсетях отслеживать комментарии и так далее. Вот зачем? Я торгую, допустим, в городе. В городе, да. Здесь есть интернет. Если бы вы не торговали в городе, и там бы не было бы, где-то у вас была бы точка с низким присутствием интернета, то, соответственно, вам все это не нужно было бы. Но если у вас какой-то определенный магазин узконаправленный, где вы продаете различные роды всех видов лопат, то, скорее всего, вам сайт нужен был бы. Почему? Потому что, как я ранее говорил, поведение целевой аудитории стало ленивым. Все мы знаем, что лопаты продаются на Султане Кабир. Но что нужно? Идем прямой туда уже. Прямой идем, но не все идут. То есть некоторые ленятся, да, то есть это время, то есть нужно найти время, желание. И каждое утро мы, когда просыпаемся, мы на Facebook видим объявление, да, то есть где купить качественный велосипед, где купить те же лопаты и так далее, и так далее. Поэтому во всем мире становятся очень популярными агрегаторы, маркетплейсы, где продаются, да, как говорится, all-in, все, да, то есть все в одном, all-in. Там же можно купить лопату, там же можно купить женскую косметику и так далее. Но я дам небольшой такой лайфхак, как можно сэкономить на сайте и при этом иметь присутствие в сети интернет. У нас есть сайт Somon.tg, он самый популярный по купле-продаже практически всего. Можно добавить лопаты на этот сайт. Да. Во-первых, сайт популярный, будет органический охват этих лопат, то есть будет конверсия в виде звонков. Плюс поисковые системы однозначно проиндексируют эти страницы, и при запросе в Гугле или в Яндексе «купить лопату в Душанбе», то есть ваше объявление может выйти. То есть, соответственно, вы можете как бы продать, и дополнительно у вас приток клиентов будет. Но если идти более профессиональным путем, в системах Google и Яндекс есть такие сервисы ключевых слов, где мы можем ввести, к примеру, по региону там Душанбе или целому там, не знаю, по Таджикистану, сколько запросов было по, к примеру, купить лопату в Душанбе. Я даже не гуглила, не проверяла, когда придумала пример. Да, я, если честно, тоже мне интересно, сколько там запросов. Да, если там запросов на самом деле много, то есть смысл открыть уже полноценный сайт. Да, и на самом деле расходы на сайт, можно сделать качественный сайт, первоначально загрузив в него всю информацию основную. И просто удалив с него те разделы новостные, к примеру. Как обычно человек понимает, что сайт мертвый. Он заходит в раздел новости, смотрит, что последняя новость была 2 года назад. Возможно, компания работает, еще так же активно работает, но сам тот эффект, который он видит, он думает, что компания уже не работает. Поэтому можно сделать просто лендинг-пейдж, да, то есть он и по бюджету будет не так дорог, и по сути по обслуживанию. Борис, вот скажи, как выбрать разработчика сайта, если ты в этом чайник? Я считаю, что если ты чайник, либо ты профи, то есть выбор исполнителя по сайту, он практически одинаков. Разница лишь в том, что профи, наверное, скорее всего принесет вам техническое задание на 20 страницах, где он точно скажет, какая кнопка за что отвечает, что нужно нажать, чтобы попасть туда и так далее. А чайник, в моем понимании, это человек, который знает, зачем ему нужен сайт, но не может технически все правильно это сформулировать. Да, то есть, к примеру, если для 3 медведя, да, для ваших подкастов нужен сайт, вы можете просто сказать, нам нужен сайт, чтобы консолидировать все наши подкасты. Человек зашел, там был список всех наших подкастов. И как можно выбрать? Опять-таки мы возвращаемся в Google, пишем веб-студии Душанбе. На первых нескольких страницах мы уже получаем вариации компании, которые предоставляют эту услугу. Перво-наперво мы открываем все сайты, смотрим сайты, где
веб-студии, которые разрабатывают сайты, и там указано, что сайт в разработке, я бы уже сразу не стал бы доверять таким компаниям. Это как, не знаю, сапожник без сапог, не знаю, стоматолог без зубов. А в дальнейшем нужно посмотреть портфолио, какие работы они сделали, то есть нравится ли вам по дизайну, по функционалу. И записать все контактные данные каждой веб-студии, достаточно просто электронные ящики записать и написать им всем в виде рассылки, что я вот такая-то компания, мне нужен сайт. Я хочу там, чтобы все мои подкасты были в списке на сайте. Отправьте мне стоимость, сроки и доработайте мое техническое задание. Нормально уважающая себя веб-студия, тот запрос, который есть, да, там нужно консолидировать подкасты, преобразует в виде коммерческого приложения с техническим заданием. То есть человек, когда получит его, даже чайник, он уже поймет, за что он платит. И ему достаточно будет просто создать какую-то просто таблицу со списком компаний и критерии оценки. Да, то есть стоимость, сроки, какие-то фишки, возможно, там техническое обслуживание и так далее. И уже, как бы, я думаю, выбор будет очевиден. Так, теперь, окей, мы разобрались, да, как выбрать. Да. И тут написать же можно все, что угодно. Да. И чайник так, да, увидев хорошее коммерческое предложение, купившись на цену, да, на красивые слова, он пролетает, такое же тоже бывает. На самом деле, я вам по опыту скажу, что, как обычно бывает, чайники, когда обращаются, если их не задеть словом чайник, неважно, какие конкуренты могут цену назвать, сроки, может, ниже, выше, он выбирает ту компанию, которая быстро реагирует и дает очень четкое и очень понятное для него техническое задание. Когда он приходит с проблемой, да, то есть мне нужен вот такой сайт для вот конкретно этой задачи. Клиентский менеджер выходит на него и говорит, что мы разработаем, плюс кроме вот ваших списков подкастов, например, сделаем там, не знаю, там, как стать участником подкаста, то есть дополнительные какие-то фишки. И человек обычно, да, он как бы ведется на это, но я не думаю, что вестись на это неправильно. То есть та компания, которая сможет правильно, клиентоориентированная компания, которая сможет правильно преподнести, что она разработает, то я думаю, это будет правильный выбор компании. Как не ошибиться при выборе исполнителя при разработке сайта? По опыту скажу, что какие обычно бывают проблемы. Человек обращается в компанию или к разработчику, он либо не делает работу своевременно, то есть по срокам, либо не делает это так, как было указано в техническом задании. И из проблемы выясняется, что человек, скорее всего, работал с фрилансером, с разработчиком, с одним человеком. И когда весь процесс разработки сайта зациклен на одном человеке, да, то есть он же заболеет, он же женится, у него сломается компьютер, то есть жди его, да, то есть у тебя нет другого выбора. Но когда ты работаешь с компанией, да, то есть такие вещи, то есть оптимизируются. И второй немаловажный нюанс заключает договор и точно указывает сроки, дедлайн, и точно указывает техническое задание. То есть обычно люди просто пишут, да, то есть сайт-визитка, что туда входит, не указывают. То есть полностью детализированное техническое задание. Борис, SMM один из лидирующих инструментов маркетинга сейчас. Я бы не сказал всего маркетинга, но диджитал-маркетинга, да, SMM это один из лидирующих, один из сравнительно недорогих и очень эффективных способов не только для маркетинга, но и налаживания коммуникации с потребителями. То есть, если раньше номер один мы считали рекламу размещения это на ТВ и, возможно, на радио, на печатке, то сейчас лидирующую позицию, можно так сказать, да, то есть набирает интернет-реклама. Печатные издания просто вымерли. И какие задачи решает SMM? Да, то есть можно увеличить конверсию сайта, можно увеличить узнаваемость бренда, увеличить охваты, да, то есть наладить коммуникацию с потребителями. То есть функции на самом деле он много каких решает. Что вот кроме картинки, текста должны предлагать компании, которые занимаются SMM или тот же SMM-щик? Да, на самом деле, чтобы понимать, что они должны предоставлять, я вам в целом расскажу этап работы SMM. То есть перво-наперво нужно проводить исследование компании, самой компании, которая обращается. Во-вторых, изучить конкурентов, изучить иностранных конкурентов, может взять что-то в пример. Далее нужно сформировать портрет потребителя и к нему создать рубрикатор. То есть, если мы говорим о продвижении, к примеру, там, ресторана с азиатской кухней, у которого есть терраса, где они показывают онлайн матчи какие-то.
И плюс у них есть какое-то, не знаю, там, шоу-программа по выходным. То есть мы понимаем, что у нас есть 3 отдельных продукта, которые можем рекламировать, и в рубрикаторе, да, то есть мы будем размещать не только посты про ресторан, про шоу-программу, но и будем говорить о трансляции каких-то матчей, правильно? Далее, после того, как мы создадим рубрикатор, мы создадим контент-план. Обычно, когда клиенты приходят, они не знают, да, то есть от предыдущего SMS-компании, SMM-компании, либо SMM-специалиста, они говорят, что вы можете нам предложить. Мы просто делаем небольшое исследование, просто в таблице Excel, говорим, что было, как мы можем сделать. То есть уже сравнительный анализ, он понимает. Это есть как бы исследование небольшое. Но когда мы проводим полностью, теперь мы немножко глубже входим. Да, и третий этап, то, что да, мы не договорили, это создание контент-плана на 30 дней, минимум на 30 дней, чтобы SMM-специалист знал, что ему публиковать, чтобы он конфигурировал посты непосредственно с конфигуратором. То есть, если мы знаем, что у нас 4 темы, чтобы он внутри 4 тем писал публикации, чтобы они не были в хаотичности, да, чтобы они были по порядку. Да, я, кстати, рекомендую, кроме продающих публикаций, разбавлять также развлекательный или какой-то образовательный контент. То есть, если подписчик каждое утро будет видеть рекламу ресторана, да, то есть приди покушай, ему будет неинтересно, он вряд ли будет останется в подписках, он, скорее всего, отпишется, и вряд ли ресторан соберет еще аудиторию. А если там будет какой-то образовательный контент, да, то есть как приготовить блюдо, да, то есть либо развлекательный, да, то есть кухни мира, что-то такое интересное вне ресторана, но при этом по тематике ресторана. То есть это будет очень вовлекать аудиторию. Или же наоборот, чтобы больше было розыгрышев. Мне кажется, то, что уже подписчики держатся вот за счет этого. Да. Ну, не слишком много, кстати, не слишком много, да. Далее мы формируем шаблоны ответов, шаблоны хэштегов. Зачем нам нужны хэштеги? Хэштеги, чтобы нас подписчики находили легче по определенным хэштегам. Либо, если это серия публикаций, чтобы они могли всю серию быстро просмотреть. А серия ответов, зачем нам нужно? Шаблоны ответов, извиняюсь. Обычно, чтобы не дергать каждый раз клиента, да, то есть нам написал подписчик, как нам ответить. Мы создаем пул часто задаваемых вопросов, по ним пишем шаблоны ответы. И как бы уже SMM-специалист, конечно, утверждаем с заказчиком и отправляем подписчикам. Далее мы создаем единый фирменный стиль. То есть, если мы говорим прям с шапки профиля Instagram, то есть это аватарка, описание контента, Instagram папки, архивы, сами публикации, сторис, публикации, что все должно быть в едином стиле. То есть человек, который пришел с Фейсбука этой же компании в Instagram или наоборот, то есть он понимал, что это одного и того же бренда. То есть просто он ленту прокручивает, чтобы он понимал, что этот пост относится конкретно к какому-то бренду. Как часто надо выкладывать публикации? Это зависит, на самом деле, от сферы деятельности. Ресторан, я бы, например, вот если мы сейчас говорим про ресторан, можно в день 2 публикации делать и несколько сторисов как минимум. Если мы говорим, что какой-то строительный бизнес, да, то есть вряд ли там нужно будет каждый день публиковать, и вряд ли там каждый день, да. К примеру, вот мы сейчас делаем продвижение для строительной компании, они же строят дома, они же делают ремонт домов. То есть и после сдачи. То есть какой там рубрикатор? То есть раз там идет продажа домов, да, то есть показываем, какие у них дома. 2, то есть мы говорим, да, то есть о ремонте и плюс советы как сделать правильный ремонт, как правильно подобрать мебель и так далее, и так далее. Некоторые SMM-щики утверждают, что есть определенное время для того, чтобы делать посты. Да, и для каждого аккаунта оно свое. Если мы зайдем в статистику, оно будет показывать нам, в какое время наша аудитория более живая. То есть, грубо говоря, если мы даже работаем здесь, но наша целевая аудитория где-то в Америке. То есть, соответственно, когда у нас ночь, у них там день. То есть, когда у нас здесь день, у них там ночь. То есть, смысла нет публиковать что-то утром. То есть, все эти параметры влияют на время публикации. И для каждой страницы, то есть, я сейчас не могу сказать, да, то есть, для какого-то определенной сферы это свое время. Предприниматель решил все-таки идти в интернет и даже решил запустить рекламу. Вот как не слить весь бюджет рекламный просто так, без выхлопа? Такое часто бывает, кстати. Да, часто бывает. Недавно вот клиенты к нам обратились, они рассказали, что до Нового года они сделали большую рекламную кампанию на огромную сумму, просто огромную сумму, купили подарки. Своими силами, без SMM-специалистов, просто сразу же на пустой SMM-странице, в социальных сетях, опубликовали розыгрышный пост. То есть у них ничего больше нет. И начали его как бы рекламировать.
Первая ошибка, то, что люди, которые даже участвуют в конкурсе, переходя на эту страницу, ничего кроме розыгрышного поста не видят. То есть это первый минус. Второй минус, то, что они весь бюджет слили только на подарки, не предусмотрели ни на таргетинговую рекламу, ни на работу с блогерами. То есть у них было очень малое количество охвата. То есть я считаю, что здесь полностью бюджет слит от и до. Да. Есть также и другой слив, он еще пагубно влияет на авторитет компании, на репутацию компании. Обычно это большие конкурсы, когда там большой подарок, там много участников, но SMM-специалист до конца правильно не продумывает механику отбора победителей. И мы часто видим потом, когда участники начинают жаловаться, что якобы SMM-специалист нечестно выбрал победителя. И просто это бьет по авторитету компании. Я считаю, что это тоже слив бюджета. Я завязала с проведением розыгрыша, особенно если там наберите больше всего лайков. Все. И я сказала, никогда в жизни. Есть жюри, пусть будет субъективно. Конечно. Да, но они определяют победителя. А потом все вопросы к ним. Потому что это просто урыли весь бюджет. У меня несколько таких историй уже было самой. А давай поговорим насчет гивов, которые сейчас сегодня стали очень популярными в Инстаграме, да? Да, особенно в Таджикистане. Да, насколько эффективны они? Эффективно, чтобы понимать, что такое гив. Если одна компания захочет, например, в качестве приза опубликовать, ну, не знаю, там, анонсировать iPhone 12, да, то есть ему нужно потратить весь бюджет. Что такое GIF? Это один организатор, скорее всего, это блогер, который собирает у нескольких спонсоров часть денег за приз, но приз будет тот же самый какой-то большой, тот же, например, iPhone 12. И он, суть розыгрыша, механизм, чтобы посетители подписывались на подписки блогера, да, то есть 60 человек, 70, неважно. Эффективность очень хорошая, то есть во время гива очень большой охват приходит подписок, и в этот момент самое главное, тоже можно слить бюджет, как слить, то есть на тебя подписываются, ты не работаешь с новой аудиторией, то есть ты не рассказываешь, о чем твой бренд, не публикуешь новый контент, то есть по сути, то есть ты после завершения конкурса... И они отписываются. Они в любом случае, 30% они в любом случае отписываются. То есть они были просто конкурсы, приходящие, уходящие, шальные такие подписчики, да. Но если не работать с аудиторией, то есть подписок будет гораздо больше. Отписок. Отписок, да. Да. То есть суть giveaway, то есть собрать как можно больше аудитории. И потом дальше и работать с этим, с этой аудиторией. Автоматизация процессов, она рано или поздно, да, коснется всех. То есть тех же продавцов лопат. Да. Что мне сегодня такой смешной пример. Но вот как раз-таки сначала ты будешь вкладывать, а потом они окупятся, да? Конечно. Легче что сделать? Набрать сразу новых спецов или все-таки переобучать свой персонал? Да, автоматизация бизнес-процессов на самом деле не только увеличивает производительность, но и сокращает расходы. И по опыту скажу, что автоматизация уменьшает нагрузку на сотрудников, и обычно они очень приветливы к нововведениям таким. Так, к примеру, в нашей компании мы разработали некую такую платформу, она называется «Водяные знаки». Она как раз таки вот для работы SMM-специалиста. Есть часть клиентов, к примеру, они организовывают какой-то тренинг, и они просят, чтобы SMM-специалист пришел в это время, отснял и сразу опубликовал. Как это обычно происходит? SMM-специалист приходит, снимает на телефон, либо отправляет в Телеграме как файл дизайнеру звонит, говорит, обработай, там, наложи водяные знаки, он обратно отправляет, потом она добавляет. Либо ей нужно будет открыть ноутбук, через шнур закинуть и так далее. То есть рутинный процесс. Мы разработали просто приложение, которое для каждого клиента оно свое. То есть тот водяной знак, который есть, имидж, он сохраняется. Да, на автомате получается. Да, я могу просто показать, не знаю, здесь видно будет, не видно, да, то есть если просто заснять. Да, к примеру, вот мы просто делаем фото Бейруза, открываем приложение «Водяные знаки», выбираем его фото, обрезаем в нужный момент, да, то есть нужная раскадровка. Да, то есть если мы говорим о шедевре, да, то есть это наш фирменный стиль, мы сохраняем и сразу публикуем в Инстаграм. Да, то есть мы... Ты с шедевром вышел сразу. Да, вы шедевр. Да, то есть одной разработкой мы сократили время требований на каких-то рутинных задач. Окупилось уже?
Конечно, окупилось, да, то есть даже те клиенты, которые, да, после нашего продвижения расширили свой штат, да, то есть не работают с нами, уже сами взяли маркетологов, то есть они очень просят доступ к этому приложению, это очень удобно. То есть ты можешь просто скачать это Да, в приложение? Apple Store, да, скачан, только она по логину, паролю, это доступно только для клиентов компании Шедевр. Понятно, все тогда. Борис, у тебя было много диджитал-проектов. Сколько осталось на плаву и в чем проблема тех, которые не пошли дальше? Мы говорим о твоих собственных проектах. Да, на самом деле проектов было очень много. Была компания, которая занималась регистрацией доменов, был интернет-магазин, был интернет-библиотека была, откуда пришла сейчас идея заняться сливки медиа. Но я хочу отметить один проект, был у нас сайт «Машина ТГ». То есть это сайт по купле и продаже автомобилей. И для него мы разработали, на тот момент не так было, можно так сказать, популярно вести SMM-страницу. И мы просто открыли для этого проекта SMM-страницу и просто публиковали какие-то автомобили, объявления сайта в SMM. Да, на самом деле SMM просто не шел никак. И мы немножко поменяли, через пару лет поменяли тактику, мы переименовали страницу, назвали ее Touch Cars. И там начали публиковать только яркие кадры сайта. И начали писать немножко по-другому, как в нашем восточном стиле любят немножко, да, там припомбасно. То есть мы как-то красиво описывали автомобили. То есть начался вестись, просто публиковаться виральный контент. То есть он сам по себе стал виральным. И буквально за год этот паблик стал одним из самых популярных пабликов в Таджикистане. Он до сих пор самый популярный. И это тот случай, когда отдельная SMM-страница, которая требует расходов, начала приносить доходы. Почему? Потому что только на эту страницу, вне Машина ТГ, потому что Машина ТГ в данный момент закрыта, начали обращаться автосалоны с просьбой разместить рекламу. Сколько сейчас там подписчиков? Это ты говоришь об Инстаграме? Да, в Инстаграме, если я не ошибаюсь, по-моему, около 200 тысяч. Да, страница, если не ошибаюсь, около 4 лет или 3 лет. Неплохо. Какие уроки извлек ты? Уроки извлек, развиваться, не останавливаться на достигнутом, да, то есть по личному опыту скажу, если ты запускаешь 10 проектов, все 10 не выстрелит хотя бы если один, то я думаю, ты уже выиграл. А выстрелил у тебя один? На тот момент, если посчитать, скорее всего, из всех этих проектов, да, то есть действующий это остался Шедевр, и сейчас мы запускаем новый проект «Сливки». Ты решил в медиа идти? Да. Зачем? Почему? На самом деле... Зачем? Не все подозревают, что там есть деньги. Да, дело даже не в деньгах. Как вообще возникла идея? У меня был давно, лет 10 назад, интернет-библиотека. Там были различные темы. Это был просто копипаст, если честно, да. То есть на тот момент поисковой выдачи, то есть не было такого, да, то есть это... Нормально, тебя никто не банил за это и так далее. Капали деньги за рекламу и так далее, и так далее. Но в какой-то момент его все-таки забанили. Если не ошибаюсь, сайт назывался «Арбуз». «Арбуз Медиа» был такой. Да. И в недавнем времени мы решили запустить блоги на сайте «Шедевр». Именно технологичные для молодежи, от уст молодежи, да, то есть как проводить некоторые, грубо говоря, какой-то лайфхаки. Но когда я начал писать бизнес-план под этот проект, то есть я увидел, что расходы, нормальные такие, что можно сделать из этого какое-то собственное медиа небольшое. Да, и поэтому вот как-то так мы пришли к собственному медиа. Назвали, собственно, отдельным именем, сделали как отдельное подразделение «Сливки». Когда будут? Арбузы на сливки. «Сливки»? Я надеюсь, когда этот подкаст выйдет, мы уже будем в сети. Арбузы на сливки. Сменил. Может ли сегодня бизнес обойтись без CRM-системы? Конечно, можно, но это будет очень неудобно, очень долго и даже дорого. Почему? Потому что временные затраты, которые клиентский сотрудник тратит на рутинную задачу, он может потратить на привлечение новых сотрудников. Что такое в целом CRM? CRM – это автоматизация бизнес-процессов и упрощение, оптимизацию работы клиентской службы. Как у нас по-таджикски ведется CRM? Это есть какой-то ежедневник. Да. Все там записи только там. И еще бывают стикеры плюс к этому ежедневнику. И начальнику порой невозможно сконтролировать
Да, был контакт с клиентом, не был контакт, да, то есть может ли он сформировать отчет, не сможет, да, то есть это просто рутина. Скажу пример, да, на нашей компании Нухта ТД, это в 2013 году мы стали аккредитированными регистраторами доменов в зоне ТД. Мы начали регистрацию, если честно говоря, мы начали проводить записи, ну, можно сказать, CRM, в Excel, таблицы в Excel. Но когда у нас пошли продажи, нам сложно было отследить покупки, от кого, куда, да, то есть как найти постоянного покупателя, когда выставлять счет, то есть проблем было очень много. Мы разработали свою маленькую систему, которая сама уже заблаговременно до срока истечения домена отправляет уведомление клиенту. Мы теперь знаем, да, то есть какой домен конкретно, когда мы продали, да, то есть в период конкурсов или акций, либо просто, да, то есть по какой стоимости продали, какой был тогда курс доллара, потому что домены связаны непосредственно с курсом доллара. То есть это на самом деле очень сильно сократило временные расходы наших сотрудников. Плюс к этому мы подключили биллинг, то есть люди уже могли оплачивать через терминалы домены, через приложение. И, соответственно, да, то есть нагрузка и в приход в офис, то есть тоже стало меньше. То есть ты считаешь, что без CRM-ки сейчас не обойтись? Не обойтись. Да. Кстати, у нас есть компании, которые CRM-ки пишут именно но под мы, запросы например, клиентов. Да, мы разрабатываем CRM-систему, но она веб-биллинг-система. То есть это не софт, это именно веб. Софтов нету, да, в Таджикистане? Софтов, возможно, есть компании, но мы не работаем. Я могу ошибиться, если назову не те компании, или наоборот скажу, что их нет. Подкасты финансируются при поддержке правительства Швейцарии. Мнение экспертов может не совпадать с мнением доноров. Спасибо. Пока. Берегите себя и своих близких. Пока. До свидания.